Борьба с коррупцией в республике набирает обороты. Одной из сотен обращений, поступивших на личный номер главы Ингушетии от жителя селения Сурхахи. Мужчина пожаловался на качество детской спортплощадки, построенной во дворе третьей школы. Фактически она есть, но по мнению обратившегося, стоимости, которая была заявлена в смете, не соответствует. По его словам, средства на ее строительство были разворованы руководством учебного заведения. Вот эти площадки, что это на месте стоит. Но я понимаю, что это на месте стоит, трубы там стоят. А сколько это стоит, я не знаю. Если было выделено 780 тысяч рублей на установку открытого плоскостного сооружения, то сколько денег положишь, кто его проверял, кто акт приемки, где он. Министр строительства, проверьте, мне просто надо принципиально понимать, это раз. Второе, здесь вопрос не в этом, это касается уже Муса Муталиев, тебя, любого главы муниципального образования. Когда такие обращения есть, вы должны что делать? Брать этого товарища Истамирова, если он обратился. И не говорить, что он был вчера там хороший, плохой. Все, он обратился. Да. В этом селе есть общественный совет. В этой школе есть родительский комитет. Помимо директора школы, если директор школы украл 786 рублей, значит там завязаны все в эту семью. Там есть замдиректора по хозяйственной части. И другие фигуранты есть темы. Вы должны идти в эту школу, вместе с комиссией разбираться, камеры телевидения вызывать и доказывать, правда или неправда. Сейчас же, пока это все будет вот так продолжать, я пишу, там пишут, я пишу, и никакого участия ни главы села, ни главы района со своей комиссией, а ваша комиссия должна была здесь поработать. Ни акта приема, ни акта сдачи, ни того, кто построил. В том числе, когда тут пишут, там, согласно штатному расписанию, все соответствует там, по штату. Ну, я надеюсь, что это все так есть, но тем более мертвого душ не выявлено. На место выехала целая комиссия, представители Совбеза, администрации и Следственного комитета республики. Правоохранительные органы изучают все документы, связанные со строительством площадки. Сейчас ведется следствие. Сам же подрядчик уверенно озвучивает себестоимость объекта – 700 тысяч рублей. Завышенная цена оправдывается качественным материалом, ведь строить в соответствии с требованиями ГОСТа. Более того, все детали для спортплощадки были заказаны в московской фирме. Это подтверждают лицензия и сертификаты качества. Площадка была установлена в 2017 году. Все соответствующие пункты договора были выполнены свыше 100%. Соответствующими службами площадка была не разу проверена. Работа по факту продолжается, как и по второму обращению, также поступившему на личный номер главы от Истамирова. Мужчина также пожаловался на еще одно нарушение в той же третьей школы. По его словам, в подвальном помещении учебного заведения высоковольтный кабель электропитания тянется прямо по полу. А ведь туда легко могут попасть дети, что на деле разбирается комиссия. Этот кабель, на который он указывает, вот теперь видите, мы его подняли, он изолирован, видите, он от труб приподнят, проходит прямо под потолком, сделаны пробоины, он действительно изолирован, видите, гофрой покрыто, и никакой опасности для детей, для сотрудников не представляет. Видите, вот он вот так проходит, и теперь он выходит вот так. И дальше уже он отсюда будет выведен в столовую. Так что кабель приподнят, и он на полу не лежит. Никакой опасности не представляет. Да, вот когда он был завхозом, действительно, кабель лежал на полу, он не был изолирован. И да, может было. Но теперь мы вот приподняли. Сотрудник все сделал, и провод изолирован. Как показывает статистика, бороться с теми, кто набирают карманы за счет налогоплательщиков, с каждым годом становится сложнее. Общество развивается соответственно, и способов прибрать к рукам бюджетные средства появляется больше. Впрочем, рано или поздно все тайное становится явным, но не лучше ли изначально за всем проследить, чем потом искать виновников? И почему вопросы, решения которых компетенция муниципальных властей и других ответственных лиц приходится решать на уровне главы региона? Теперь заниматься вопросом будут все компетентные органы. Если будут выявлены те или иные нарушения, связанные в том числе и с завышением фактической стоимости установленной площадки, соответствующие меры будут приняты. Что касается других фактов, изложенных в данном обращении на имя главы, мы смотрели и подвальное помещение, я думаю, что вы тоже посмотрите. Данный факт не подтверждается по количеству, в соответствии с представленной документацией, там конструкции соответствуют количеству, указанному в представленной документации и оплаченной документации.
И, соответственно, поговорив и с педагогическим коллективом, и с руководителем, уже новым действующим руководителем образовательной организации, нареканий с их стороны в данном случае нет. Но при этом и руководитель образовательной организации, и Министерство образования не может сейчас давать экспертную оценку. Для этого есть специальные экспертизы. Я думаю, что сам подрядчик пояснит, в чем был вопрос и действительно каким образом были расходованы выделенные средства. Как я уже сказал, в случае выявления таких нарушений, безусловно, будут соответствующие меры приняты. Борьба со взяточничеством и откатами в Ингушетии ведется давно, но окончательно спокойный сон казнократа потеряли в прошлом месяце. Распоряжением главы республики создана специальная комиссия по выявлению и пресечению фактов коррупционной направленности. Каждое заявление будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Жареда Хулухоева, Амина Бокова, Новости 24.